В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. По итогам года объемы строительства в Якутии увеличились. Продолжилось расселение из ветхого и аварийного жилья. Как и ранее, введены в строй десятки новых школ и детских садов, объектов спорта и культуры. О темпах строительства в республике, о планах на 2022 год мы поговорим с нашим гостем Павлом Калатчановым, министром строительства Республики Саха-Якутия. Павел Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Несмотря на пандемию, в России удалось ввести в эксплуатацию порядка 78 миллионов квадратных метров жилья, что является абсолютным рекордом. По итогам 2021 года в Якутии показатели также высокие, благодаря чему отрасли удалось достичь таких результатов. По итогам 2020 года в республике было введено чуть более 530 тысяч квадратных метров жилья. Задача на 2021 год стояла увеличить эту сумму на 40 тысяч квадратных метров и 570 тысяч ввести. На сегодняшний день, мониторя те объекты, которые, в течение года те объекты, которые строились по многоквартирному жилью, работая по ИЖС, вместе с органами местного управления, с Росреестром, статистикой, мы констатируем то, что сегодня задача выполнена. 570 тысяч квадратных метров нам удалось ввести. У нас по объектам многоквартирного жилья мы с начала 2021 года взяли полномочия по надзору за долевым строительством на себя, на Министерство строительства. И в этой части у нас более предметно, более тщательно стали происходить вопросы в части мониторинга и контроля за ходом строительства объектов. То, что касается ИЖС, мы здесь огромную работу провели с Росреестром, с Сахостатом, с органами местного управления, ввиду того, что дачная амнистия у нас продолжилась, и люди, минуя органы местного управления, отрегистрировали свое жилье, и они у нас не попадали в официальную статистику. Для того, чтобы это все упорядочить, мы работу провели, и сегодня видим, что 570 тысяч квадратных метров мы ввели. Несмотря на увеличение цен на рынке строительных материалов, продолжает расти спрос на новые квадратные метры. Павел Павлович, как вы оцениваете рост спроса на жилье в Якутске, и готова ли республика удовлетворить растущие потребности якутян? Да, в целом негативные факторы пандемии не сказываются на строительный блок. Рост стоимости строительных материалов он и шел в течение 2021 года, где-то он продолжается, и в этой части мы как субъект регулировать цены не можем, и в этой части мы констатируем то, что это имеет место быть, но в этой части, как вы отметили, то, что мы, удовлетворяя спрос, мы должны представить соответствующее количество предложений на рынке. В прошлом году мы запустили и начали строительство 7 многоквартирных домов по кварталу Воинская, там 260 тысяч квадратных метров жилья должно быть построено. По этому кварталу мы в числе первых субъектов Российской Федерации защитили заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита. Сегодня прорабатываем вопрос в части получения финансирования на социальную инфраструктуру. И уже говорим, что сегодня вопрос по подведению магистральных сетей тепло-, водоснабжения, электроснабжения к этому кварталу уже вопрос финансово решен и закрыт. Сейчас вопрос стоит в части привлечения средств на строительство школы и поликлиники в этом квартале. Помимо этого, не останавливаясь на этом квартале, мы сегодня прорабатываем вопрос еще по развитию нескольких кварталов. И считаем, что уже к лету у нас будут определенные результаты именно по застройке других территорий города Якутска, которые также будут вестись квартально. Исходя из этого, мы говорим о том, что мы от точечной застройки больше переходим на поддержку проектов квартальной застройки, и такую работу ведем. И с учетом этого считаем, что предложения на рынке будут. Вместе с тем, на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин объявил о том, что программа переселения граждан из аварийного жилфонда продолжится до 2025 года. Сколько аварийных домов было расселено в 2021 году и какие планы на этот год, и сколько уже квадратных метров жилья признано аварийными после 1 января? В прошлом году перед нами стояла задача расселить 215 тысяч квадратных метров аварийного жилья, это порядка 12 тысяч человек, которые проживают. В целом мы с этой задачей справились. Нарастающим итогом с начала реализации программы, именно с 2019 года, мы расселили уже 325 тысяч квадратных метров жилья, более 18 тысяч человек уже выехали из аварийного жилья. На текущий год у нас задача стоит расселить не менее 136 тысяч квадратных метров жилья, но при этом мы, ведя работу с фондом содействия реформированию ЖКХ, уже в
текущем квартале, да, хотим защитить заявку по этапу 2023 года. Получается, на год опережая, да, мы ведем работу, чтобы получить финансовые средства и дать людям возможность быстрее переехать с аварийного жилья. То, что касается аварийного жилья, которое признано после 1 января 2017 года, которое не попало в программу, сегодня у нас таких домов более, порядка 2300 домов, да, это 750 тысяч квадратных метров аварийного жилья, это 45 тысяч наших соотечественников, граждан, которые проживают в этом аварийном жилье. Но мы сегодня понимаем то, что на эти дома оказывается государственная поддержка на уровне Российской Федерации, но сегодня подзаконных актов, каким образом будет оказываться финансовая поддержка, да, при каких условиях это все будет сделано, пока еще нет. Да. Мы сами ожидаем изменения законодательства, принятия соответствующих нормативно-правовых актов, но при этом также готовим проекты, которые могли бы, да, попасть именно под финансирование и под начало уже реализации программы после 1 января 2017 года. Ну да, это действительно после января 2017 года. Ну, это касается переселенцев из аварийного жилья. В 2022 году сколько граждан льготных категорий будут обеспечены жильем? У нас продолжаются традиционные программы по обеспечению отдельных категорий граждан. Да, мы в прошлом году в рамках этих программ позволили улучшить жилищные условия 1002 семей. Да, на текущий год задача сделать не меньше, чем в прошлом году. Традиционно это у нас молодые семьи, это выезжающие из районов Крайнего Севера, это многодетные, которые имеют 5 и более детей, это многодетные, которые имеют 10 и более детей, инвалиды, и другие категории граждан, которые у нас в программах есть и которые законодательством предусмотрены. Поэтому работа в этом части продолжится, и не менее 1000 семей должны улучшить. В последние годы в республике заметно сократилось число проблемных объектов. Обманутые дольщики, которые практически потеряли надежду, получили долгожданные выплаты, по некоторым домам приняли решение о достройке. Сколько сейчас проблемных объектов и где их больше всего? И когда будут восстановлены права дольщиков? В прошлом году, да, в 2021 году у нас достаточно хорошие результаты. Да, мы из реестра проблемных объектов исключили 8 объектов, да, улучшили условия, да, и восстановили права сотни наших граждан. На текущий момент у нас осталось 6 объектов, да, это у нас более 500 человек, да, 413 договоров, если быть более точным, 539 граждан, которые на сегодняшний день попали в эту ситуацию. Из них 5 объектов это у нас жилые дома, да, по ним уже все решения правлением, наблюдательным советом Федерального фонда приняты, да, будут приняты решения по достройке домов, да, и принято решение о выплате компенсаций. У нас в конце прошлого года, в ноябре месяце, поменялся механизм, да, от поддержки фонда решения проблем обманутых дольщиков, да, и по объекту Кальвица 18, строймонтаж 2002, вместо достройки принято решение по выплате компенсаций. Да, но ввиду того, что строительная готовность она была меньше, чем установлена правительством Российской Федерации. Да, и сегодня уже с февраля месяца начнется работа по приему заявлений от граждан для того, чтобы решать вопросы по компенсации. И еще один дом, это у нас дом охотника, да, это у нас проблемный объект, где нет жилых помещений, но также есть договора долевого участия. Но в этой части мы также активно ведем работу с застройщиком для того, чтобы в текущем году этот объект закрыть. Кроме ввода жилья, Минстрой Республики ежегодно вводит в строй десятки социальных объектов. Что было построено в 2021 году? В 2021 году у нас введено 48 социальных объектов, большое количество школ, детских садов, объектов культуры, спорта. Да, в этой части мы активно вели работу с нашей службой государственных заказчиков, с подрядными организациями, с министерствами, ведомствами смежными, да, для того, чтобы этот вопрос решить и закрыть. На сегодняшний день говорим о том, что 48 объектов мы ввели в строй по итогам 2021 года. Скажите, пожалуйста, по итогам прямых линий руководства страны и республики, какие чаще всего в Минстрой поступают жалобы, пожелания или требования? В первую очередь, да, это у нас вопросы жилищного характера, да, это у нас граждане, которые проживают в аварийном жилье, да, это граждане, которые имеют определенный статус, да, и
очередность, да, по тем или иным вопросам, те же самые многодетные семьи, да, те же самые инвалиды или граждане, которые имеют право на улучшение жилищных условий, вот в первую очередь именно решение жилищных вопросов граждан, которые либо имеют на это основание, да, в соответствии с действующим законодательством, либо которые проживают в аварийном жилье. В апреле наша республика отметит свое 100-летие. Расскажите, пожалуйста, строительство каких объектов было приурочено к этой знаменательной дате и сколько всего новых объектов уже построено в Якутии? У нас решением правительства определен перечень, да, из 126 объектов, да, из которых 100 объектов должны быть приурочены и должны быть обеспечены вводом до конца текущего года. На сегодня мы говорим о том, что из этого перечня мы ввели в строй 78 объектов. Осталось до конца года ввести 22 объекта. Все эти объекты ранжируются. Объекты, которые имеют общереспубликанский уровень, да, это такие объекты, как кардиология, да, это, ну, объекты республиканского значения. Есть объекты местного значения. Да. В этой части вот 22 объекта осталось, но в целом хочу сказать, что у нас в этом году количество социальных объектов ввода, их более 70 объектов. Да, если мы в прошлом году 48, то уже в этом году стоит задача в 1,5 раза больше, из которых, да, вот 70 с лишним объектов, 22 объекта — это вот объекты, которые приурочены к столетию. В этой части мы считаем, что мы задачу по вводу 100 объектов выполним, да, и достойно встретим праздник. юбилей. Ну, какие главные цели вы, как глава министерства, поставили перед строителями в этом году? Ну, вот, самое главное — достигнуть тех показателей, тех значений, которые у нас есть. Да, у нас, как я отметил, достаточное количество объектов, да, строится. 70 объектов должны как минимум ввести социальных. По программе переселения 136 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это тоже не один десяток объектов должны ввести. В этой части, чтобы наши коллеги, да, стройкомплекс, справился с этой задачей, а мы со своей стороны будем помогать и содействовать в решении этой задачи. Павел Павлович, ну, действительно, задачи амбициозные. Мы уверены, что вы с этим обязательно справитесь. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо. А я напомню о темпах строительства в Якутии. Мы говорили с министром строительства Павлом Колотчановым. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.